Так, друзья, вот такое утро у нас сегодня. Вчера мы тут заготовкой маленько занялись. Кругом желтый снег. Вот. Здесь вот столько щуки. Вот это сигов кто-то неправильно ложит. Ну ладно, это их проблемы. Они поедут в Москву. Конечно, вот так они не должны лежать друг на друге. Потому что видите, что происходит в итоге. Печеночка. Печеночка. Уже готова к употреблению. Перевозке, транспортировке. Вот. Идем стучать на лемяку. Надо взять что-нибудь для наживки. Окуня возьмем, давай. В общем, вчера пока стояли, пока стучали ночью, мы, в общем, от берега, у берега где-то 1,5 метра глубина или метр ли был, а чуть поглубже я зашел и обнаружил ямину около 4 метров. Сейчас попробуем туда пойти, попробуем сегодня сделать упор на сигов. Вот. Посмотрим, как получится. Так, вчера мы здесь стукали. Пришел на вчерашнее место. Сейчас окуня отогреем и попробуем постучать опять. Вчера лис тут бегал. Ночью волк пробежал. Вот так вот получается. Ну не ночью, а утром. Утром волчара пробежал. Я вышел по нужде и смотрю. Волчара бежит. Тык-тык-тык-тык-тык, прибегает. В прошлом году я здесь, когда уезжал, тоже рыбу собирал. Последний рейс сделал. Волчиха прибегала. Молодая. Вот. Постояла возле меня недалеко. Она даже меня не замечала, потому что ветер от меня был. На меня, то есть. И это. Не стал я ее стрелять, в общем, пожалел. Сейчас отогреем окуня. Окуня наживим. И постучим. Пока окуня нету, размораживается. Давайте поблесним. Попробуем. Так. Сначала блесну оттаиваем. Ее надо оттаять, засунуть на некоторое время под воду. И потом такими движениями вот счищаем прям вот этот лед. Ночью была сильнейшая магнитная буря. Под утро в 5 часов мы проснулись с Данилом вдвоем. Прям резко. У меня прям аж голова приболела. У него сердечко, говорит, прибарахлило. И это тоже голова, говорит. Непонятное, говорит, ощущение. Ну вот эта магнитка, она вот так вот дает по себе, по шарам.
О, что-то была как будто подтяжечка. Повыше поднял. Ага, есть. Была только что поклевка, представляете? Но не реализовалась она. Сиговая как будто. Сиг как будто был. Так, давайте сейчас вторую лунку пробурим и пробуем ловить сига. Вчера было ночью вообще где-то 20-ка, наверное, давила. Под утро потеплело немножко на 2 градуса. Днем может еще немножко потеплеет. Но вообще с сегодняшней ночи, сегодня на завтра вроде как обещают похолодание до минус 28 и так далее. Местные говорят, вроде река встанет, но нет, ледоход не густой, поэтому не встанет. Шуга не густая. Сейчас окуня освободим от уз плоти. Пусть еще подтает. Пока можно фотоябой половить. Где она? Видно, где это было, да? Ящик оставил. Ящик не взял, ни камеру, короче, ни холод, ничего не взял. Залупил. Сейчас попозже постою, попозже надо будет идти в палатку. Так, пришел поближе к палатке, постоял там, где вчера налима дубасили. Что-то подтяжка была какая-то непонятная, но возможно подбагрил кого-то сверху. Пытался подбагрить, чуть не подбагрил. Вот сейчас поставил окуневую требуху. Вчерашний или позавчерашний окунь. Вот. Посмотрим. Сейчас она в воде маленько полежит, оттает еще.
Потому что мороженое было. Вся заледеневшая. Надо, чтобы подтаяло маленько. Щучку поймал, да? А? Ноль? Вообще ноль. Не поплевочки, да, ничего? Да. Интересно. А чё? Так, а у тебя? Штука как будто не идет, да, как будто встала. Кто? Штука. Не, жестко он идет же. Как будто на месте стоит. Не-не-не, идет. А шевелить надо, наверное. Настоячку-то не будет, наверное. Стоячку сейчас было. И вытащила ее быстро. Опять видос пилишь? Пишет. Ну да, пишет, ага. Че, где вечером будем там же стучать? Ой, не знаю. А? Ну стучать-то там же, наверное. А где еще? Заснять поплевку себя. Ага. И никак не получается. Хочешь поклевку сига заснять? Ага. Просто повис. Ну. Совсем Красава. слабо. А? Слабо совсем клюет. Ага. Но здесь хоть рыба есть. Красивая рыбка. Красавчик. Первый сиг. Вот такой вот сиг. Он как акула. Акула подводного мира. Видите вот. У него есть жировой плавничок. Такой плавник. Возможно, это акулы от них произошли. И рот такой вот. Такой вот тюк, губой выдвигающийся. Ну, на жареху пойдет такой жарешный. Данил еще одного выловил. Раненый. Ну мелкий какой-то, да, мелкий. Раненый. Ну щука цапнула, вот он и ушел к берегу. Сейчас оно клюет. На мормышку сейчас было 2 поклевки, на удочку 2. Да? Ну тогда мы идем к вам. Опять только что подвой был. Тогда мы идем к вам. Давай, давай. А зачем мне идти, если я могу твоим воспользоваться буром? Сейчас я у тебя бур возьму. Ходить еще куда-то. Здесь поймаю сейчас. На одну мормышку. Мормышку поймаю. На глазик щучий. Подзамерз уже. Подвытек маленько.
Сишка взяли. Мы тоже рыбачить умеем, оказывается. Но только мы побольше ловим сишков-то. А? Вытащил? Да. Тогда вы идете к нам? Ну мы мелких-то не любим ловить, мы больших только любим ловить. Поплыл как энерджайзер. Дай понюхай тебя. Огурцами пахнешь. Ты что, огурцы кушал где-то? Что, пахнет, да? Да. Вот, а ты говорил, ничем не пахнет. Смотри. Давай, еще. Энерджайзер. Поехали. Красиво, рыбка, красиво. Дай глаз. Ты без глаза мне его дал. Так, щучий глаз уже все отработал. Отправляем его в отпуск. Окуневый глаз надо. Зря. Я не помню, потом потом его зарезал. Ну вот надо вот у тебя спросить. Помнишь ты или нет? Сейчас проверим гипотезу с новыми лунками. Здесь прям на 10 сантиметров поглубже. Прикольно было бы, да? Так, одна новая лунка, хотя бы один новый чехол. Ну, лунок 20 можем напилить. Щука. Щука. Представляешь, она чуть не проглотила мою, это не порвала мне леску. Порвала? Чуть-чуть не порвала. Ну, я тебе сказал, видишь? И глаз съела, представляешь? Забери ее глаз. Ну вот за это безобразие придется. Почему так делаешь? Ну вот тебе новая лунка, новая рыба. А, Что, вытек? да не, затупил. Хотел изо рта вытащить. А он меня укусил. Слишком плотный глаз у него. Два. Пришли. Чуть-чуть поднимем. Все замерзло, пока ходил. Все красиво. Прям все льдами. Идё. Данил пытался подняться на полярный круг, не получилось. О, что-то было такой подвис сразу. Подвис прям был. Как будто налим. Поклевка. Налим. Так. Срочно блесну к нему. То есть мормышку тогда. Может сик. Что это? Щука, ёлка.
Совсем вяло как-то берет. И непогода сказывается. Видимо. Ладно, хотя бы штука. Ничего нету, кишки нету. Сожрал, гад. Вот сожрал, гад, а. Отвалилась, и он ее сожрал. Лунка. Посмотрим, что нам покажет она. Мормышку просто закинул. Сейчас опущу блесну серебряную. Серебро, оно же не только против вампиров, там и нечисти. Оно же еще и рыбу приманивает. Чистое серебро. Чистое серебро. Чистое наше якутское серебро. А также оно воду серебрит. Вот. Как бы. Поэтому серебром рыбачил. Чисто. Оба-на! Наконец. Долго же на нем рыжила. Не клевала и зараза. Ну-ка, стой. И глаз мой вкусила. Все, оставляем. Пойдем на обед. Рыбу только заберем. Сейчас пойду только обед приготовлю. Пообедаем и после обеда опять продолжим. Клев что-то не ахти. Что у меня вот сегодня? 2 щуки. 3 щуки и 1 сик. Все. Ну и там пару потяжек было. Но они так себе.
нереализованных, короче. Ура! Есть тяжело. Подходил, я почувствовал. И вот она, пожалуйста, попался. Вечером будем себя жарить, поэтому надо его сразу почистить. Ну я ж больших только ловлю, сколько тебе можешь говорить-то? Реально большой, смотри. Я ж только больших ловлю. Офигенный. Вот такие кишки у тебя брошены. На мормышку или на влесу? На мормышку? Я на мормышку поклевка была, но не успел я среагировать. Пойду стучать. Ну вот, дорогие друзья, вечер наступил. У нас еще впереди 1,5 сутки до отлета Данила. Но мам уже не терпится. Мы начинаем уже сборы домой. Вот. Данилу подгон сделал. Блесна от Уру, которая самая маленькая. Будем пробовать на Он форель. сказал, эта форма будет работать на форель. В общем. И поэтому она поедет в Мытищи. Данил мне подогнал кучу приманок, которые у них не работают на форель, но будут работать у нас. Также там плетенки, лески, то есть там всякие, все, что привез, там ненужное, все оставил. Лишний вес. Лишний вес, да, сбросил. Спасибо. Ну не только так. Ну у тебя же, тебе же это надо. Просто от души спасибо, спасибо. Ровно, тебе спасибо. Вот. И короче, вот. Мы некоторые снасти буржинские вон в топке сейчас сжигать будем. Да, некоторые будем сжигать буржинские. Вот. Которые и не работали, и Да. распиарены. Которые вот у меня не работала катушка, он увозит в Мытищи. Там она будет на форель работать. Но это не точно. А я буду... Или он сказал, по-моему, повесит ее как этот и будет сдувать пылинки, нет? Ну только потому, что если ты мне подарил, а не потому, что она буржуинская. Это очень дорогая катушка, каждый день будет пылинки сдувать. Не-не-не. Ладно. Вот. Друзья, удочка остается здесь, остается для белорыбицы, ну то есть для мирной рыбы. На плотву будет отлично, на язе, да, вот по весне. Поэтому я оставляю здесь. Одна такая удочка у меня в Якутске. Напомню, это удочка, которая светошумовая, так называемая. Здесь у нее световой индикатор, и она издает шум при поклевке. Сегодня вечером мы еще идем стучать налима. Что я должен был сказать? Что, налим, что ли? Нет. Что на сайте клевая рыбалка. Все это есть. Данил говорит, что это все есть на сайте клеворыбалка.рф. Так что переходите, друзья, заказывайте. Скоро Новый год, подарочки себе за твоим любимым заказывайте. Блесны, удочки себе и многое другое. Также есть, конечно же, эхолот и практик. Вот этот эхолот
практик 8, который уже много лет со мной, до сих пор работает без нареканий. Ну все, друзья, мы вечером идем стучать на Лима. Завтра... Мы сегодня сига будем кушать. Сегодня будем сига кушать. Завтра еще поднимемся, может быть, на гору. Не. Полярный. А, нет? Не, ну ты покажешь мне, как ты это делаешь. Ну с моим костюмом. Ты не будешь залазить? Я постараюсь. Ну там снег по колено. Дрон просто по колено. зарядился. Кропкер будем все снимать и так далее. В общем, вот. Все. Вечером еще контент с наливом будет. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас ночью было минус 20. Очень холодно. Данил ушел рыбачить, позавтракали. Я, значит, решил полетать на дроне, поснимать. Ну и как всегда, дрон вытащил мне 2 предупреждения. Проверьте мотор туда-сюда, что-то с вашими винтами не то. Я подлетел близко к воде, представляете, туда к торосикам. И дрон просто рухнул. Вот картинка последняя с дрона, которую он мне передавал. Вот. Все, фонарики. Сейчас пойду искать дрон. А что делать? Предлагаю присоединиться. Потому что это все записи на карте памяти. Жалко дрона. Дрон кирдык, походу. Mavic Mini 2 у меня. Или, подождите, Mavic Mini 3. Просто 3. В общем, потерпел крушение. Но благо я что-то заподозрил и не стал летать около воды. Я летел рядом, прям по кромке воды. И мой дрон вывалился. Упал. Беда. Так, сегодня у нас праздничный обед. Картошка жареная. Что ж, чайник кипятим. Давайте заберем с собой все. Ё-моё, как так с дроном получилось? Конечно, печаль, печальский. Ну что поделать? Надо идти, вызволять. Сейчас пойду прям по треку. Главное, чтобы у меня пульт не замерз. О, почти подошел я к нему. Он, наверное, сел аккуратно где-то. Вот, смотрите, торосы какие. Я почти у дрона. Смотрите, где он лежит. Он прям на краю лежит, смотрите. Просто завалился на бок, на бочину. Вон он. О, видите, на бочине лежит. Вон там тонковато лед. Тонковатый. Но здесь такой более-менее толстый. Давайте возьмем его. О, смотрите, обмерзло вообще. Пропеллеры обмерзли у него. Винты обмерзли. Все, товарищ, идем домой. Вот так вот находят дронов.
Вообще, по идее, его, конечно, перепрошивать надо, потому что частоты, которые российские, он у нас, ну, получается, заниженный. Вот, плохо летает, слабый сигнал. Санкции, все дела. Поэтому его надо перепрошивать. Вот. Сейчас подсушим двигателя. Попробуем возле палаточки запустить. Подлетал, чтобы... Ну, сейчас 20 градусов, не так холодно. Тут чисто на опыте. Не стал близко к воде подлетать. Иначе бы все, ханарики. Дроном. Второй раз уронил за жизнь. Третий раз, то есть, в жизни. Уронил дрона. Теперь понимаешь, почему я здесь стою? Данил, короче, поймал опять сига при мне только что. Вот я подошел к нему с дроном, он вытащил сига. Ну, мелочь, мелковатый, конечно, сижу. Вот это я и вытащил килограмм Ну, я говорю, здесь он что-то какой-то мелкий. на балансирчик. А крупные вон там все. Ты пойдешь ловить? Покажешь мастер-класс? Вот где я был сейчас. Не, мне надо там заниматься делами. Ты закинул отходы всякие в печку, да? Да, сжигаю мусор. Запах сейчас идет, думаешь, что как будто горит. Сюда несет, да? Да. Точно. Вон там леса бегают, мелкий след. А там, где я вчера в гору полез, там крупный волчий след. И он прям в гору идет. Он как будто с горы спустился и потом здесь бегал, помнишь? Так я тебе, знаешь, что скажу? Он Он вот, подбегал туда к езде. он вот здесь вот его след есть, ночью пробегал. Вот. Вот. Возле И палатки возле бегал. лагеря нашего вот здесь бегало. И вон там, когда мы пошли на Лимов стучать, он тоже там возле на Лимов был. Волчий след был, да, там? Да. Вот гаденыш, Там ходили и где-то. волчий был, и лисий, и еще ворона ходила. Ворона это, конечно, плохо. Самый страшный зверь. Самый умный. Но с крыльями летает. Вот так у нас все обмерзло за ночь. Инеем покрылось. Вот столько рыбы мы надубасили. Лиса у нас прям здесь как домашнее животное обитает, я смотрю. Приходит, жрет. Тут вообще что-то гущенку любит, по всей видимости. Всю рыбу доела. Молодец какая. Она у нас тут банки облизывает, ходит. Я говорю, она у нас тут все банки подчистую облизывает. Да? Рыбу печеную доедает. Запеченную. Молодец, в общем. А рыбу не трогает. Твоя рыба нафиг не нужна. Рыбу не трогает. Она консерву любит. Баню ставил. В бане вещи сушу, которые у нас, ну, что, лиса так делает? Мне кажется, это не лиса. Это какая-то собака. О, собака. Или волк молодой. Ну вот непонятно, вот след, в общем довольно-таки крупный для лисы, да. Может быть волк небольшой, но он скрывается. Слушай, а он здесь пометил. Пометил? Мне кажется, это собака. Волки тоже метят. Ну след крупный, это не лиса. Я сказал, что не лиса. Нет, это не волк, это собака.
Бичует. Бичует. Так. Что у нас в баньке творится? Сегодня, короче, баньку здесь опять закатим. В прошлый раз сильно вода прям пошла. Вот она вот все обмерзла здесь. Ну это ладно, это бог с ним, пусть обмерзает. И сегодня растопим. Помоемся. Я вечером ее разберу сразу. Снесу. Так. Здесь надо вот просто сток воды сделать, чтобы вода некуда утекать в воде. Она здесь скапливалась. Надо растопить. Сейчас постелим полы, растопим и досушим вещи. Потому что в прошлый раз, когда был потоп, у нас все вещи стояли, ну, лежали на снегу под брезентом, и вообще все намокло, представляете? Просто все намокло. Это летняя палатка поларбирдовская, использую в качестве бани. У нее вот прибанник, вот здесь вот я, ну, здесь окошко было, я туда вставил вот эту разделку под трубу. И в крыше вот здесь вот пришил тоже разделку. Ну, прорезал, прорезь сделал и пришил. И получилось вот так вот. Ну, на пол стелю пенофол Щуколова. Еще с приезда его остался здесь сколько уже лет он у меня. Вот. Щуколову привет. Всем привет, короче. Так. Хорошо, Данила-то рыбак, который далеко не отходит от базы. Всегда здесь, рядом, на виду. Вот. Кому интересно, приезжайте на рыбалку, организуем. Места у нас знатные, так скажем, в части рыбы. Вот с рыбкой поедет домой человек. Вот здесь вот фигов надубасил. С каждым днем это прибавляется количество у него. Ну вот, вся рыба вот увезет самолетом. Сегодня будет разделывать здесь, вытаскивать пузо, забирать филешки. В общем, молодец. Не сидит просто так, без дела. Делами, понимаете, человек. Так. Кого-то поймал опять. Где? Чего он там поймал? О, мелкий совсем. Совсем мелкий же. Езжина. Я лунку пробурил, Не, крупного лови давай. приманку опустил. И такой решил, ну, почистить лунку. Ну. А приманка была в этой лунке. Ага. Пока тянулся за черпачком, Ага. он повис. Красавчик. Поставь требуху и это, язевскую. Тоже берет? Да. На балансир поставить? Да, на крючочек нижний. На тройничок? Да, намотай так кишку. И он сразу будет ее хватать. Ну, водки нету, надо было раньше говорить. Я взял, у меня только газ. Надо разные. Я на русфишинге поставил на аватарку. Блин, так надо с рыбой, вон там, вон, с горой рыбы. Не, давай так. Такие фотки ты у себя и в этом можешь там сделать. Красиво. А, подожди, так же назад вот так делаешь. Сейчас. Просто под разными углами? Да. И во весь рост, и не во весь рост. Раз. Не во весь рост, давай вот так, смотри вниз. Давай вот так. Ну вот, дорогие друзья, настал
крайний день нашего пребывания здесь. Вчера мы пытались ловить налима, стучали 2 дня, короче, последние, но ничего не ловилось. С утра у нас минус 20, минус 26 уже. Было 25, стало минус 26. Сегодня у нас день отъезда. Вот Данил стоит, стучит с утра, пока я собираюсь. Вот. Ну, рыбы у нас за эти дни не так много. Куль, щуки, почти куль. Ну вот, филе с сигами Данила. И здесь неполный мешок. Там несколько, 4 налима. Вот. Ну, я думаю, все, одним рейсом увезти весь бутер. Вчера вот собрал часть какой-то вещей. И сейчас осталось только палатку собрать. Ну и самое такое скажу. Ну, самое такие вещи, которые самой внутренней части лагеря. Палатки. Это раскладушки, печка, разобрать палатку. Вчера ее накрыл тентом, потому что ветер был. Ну, ночью вообще она как бы вся обледеневает. Это не трехслойка. Это вранье про эту палатку Лотос. Она не трехслойная, смотрите. Около печи, вот. Пожалуйста, возле печи. Здесь уже вот отошло, но она мокренькая, вся такая влажная. Здесь отошло, здесь все было вот мокрое. Мокро, твердо вот. В общем, что касается разбора печки. Ну, вообще, в целом, считаю, что рыбалка прошла неплохо, удачно. Место, правда, здесь уже испортилось, конечно, жалко. Хорошее было раньше место, но получается низкий уровень воды в прошлые года сильно сказалось на русле реки. Стояли засухи, за счет этого уровень воды становился меньше. Из-за засух частых. Данил, ну чё, давай на крайний этот пожелания, свои впечатления. Мне все понравилось. Спасибо. Ты что, мои усы снимаешь и бороду? Да. Спасибо земле якутской Вячеславу за то, что привез меня сюда. Было незабываемо. Что, я сейчас не снимаю. Вот сейчас снимаю теперь. Ну вот, друзья, на этом, наверное, мы закончим наш сюжет с Данилом. Спасибо, Данил, тебе, что ты приезжал сюда. Побывал у нас в гостях в Якутии за полярным кругом. Конечно, ты не смог забраться в этот раз на эту вывеску. Но это будет повод, чтобы вернуться еще раз. Да. А? И сейчас мы... Я вернусь с кирками, чтобы Хорошо. цепляться горнолыжными. Да, веревками, да, там, с этим скалолазным оборудованием. Сейчас мы заедем еще на одну стеллу. Хочу отметить администрацию Жиганского района, что они большие молодцы, конечно, поставили такую красивую стеллу там при въезде на границе полярного круга. И я ее вам обязательно покажу. Не переключайтесь. Вот так у нас получилось уложиться. Прогреваем снегоход. Ну вот, друзья, пока мы стоим, здесь подъехали местные жители села Баханы и едут в сторону Жиганска. Это село, которое раньше я тушил пожары, когда работал в лесхозе. Вот.
Здесь вот такая стелла. Ну а на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо всем огромное за просмотр. Пожелаем Данилу удачного пути. Мягкой посадки. Мягкие посадки, да. Ему сейчас надо доехать, зарегистрировать багаж, оплатить перевес, рыбу и лететь домой дальше. Все, друзья, путешествуйте, приезжайте к нам в Якутию, устроим отдых. Я есть везде, в Инстаграме. Щука, окунь. Я есть везде, в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте. Пишите. Ну все, друзья, Данила доставил в аэропорт. Вот я постарел. Я Он говорит, как 80-летним стал. 80-летний дед, говорит, стал за 2 недели это. Так что, друзья, Якутские пчелы да, покусали, да. которые морозом называются. Лицо маленько поотморозил, так, пока ехали, да? Вот. Ну ничего, заживет до свадьбы. Какие свадьбы, До свадьбы сына, я женат. говорю. До свадьбы Вот. сына, я имею в виду. Ну все, друзья, на этом мы заканчиваем наш сюжет. Спасибо всем за внимание. Всем хорошего настроения. Всем спасибо. Всем пока. Лайки, безлайки, там, Пишите по лайки, колокольчику, по дизлайки, да. бубенчикам. И до новых встреч. А Данила еще раз ждем в Якутии. Все.